Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Вести Тимана». О самых заметных событиях Сосногорского района в репортажах наших корреспондентов. В студии Полина Вивденко. Смотрите сегодня в выпуске. Кадровое обеспечение. Сосногорская ЦРБ активно решает вопрос по нехватке специалистов. Благое дело. Волонтеры из группы «Благовест» приглашают поддержать сосногорцев, которые находятся в зоне СВО. И творческая мастерская. В Сосногорской организации Республиканского отделения общества инвалидов проходят занятия по рукоделию. В общественной приемной главы Республики Коми состоялся круглый стол на тему «Кадровое обеспечение Сосногорской ЦРБ». Депутаты районного и городского советов обсудили с главным врачом больницы Еленой Бекчуриной основные вопросы, решение которых может поспособствовать привлечению новых специалистов. Сосногорская ЦРБ активно привлекает на вакантные места медицинских работников со всей России. Участие в ярмарках вакансий, направление студентов на целевое обучение и другие мероприятия дают свои плоды. В больницу приходят работать новые кадры. В январе сейчас мы ждем очень большую бригаду врачей, которая к нам приедет и будет работать с января месяца. Должны приехать, одна семья приезжает в декабре, и еще 3 семьи мы ждем в январе месяце. Семьи на постоянное место работы. Семьи, которые оба, члены семьи, муж и жена, они являются медицинскими сотрудниками. Для комфортного переезда новым сотрудникам обеспечивают все необходимые условия, в том числе и съем жилья за счет организации. Основная проблема в том, что нет жилья в нашем городе. Во-первых, на сегодняшний день мы сейчас столкнулись с тем, что семья большая, им нужна 3-комнатная квартира, и мы в течение недели 3-комнатную квартиру на съем найти не можем. Главный врач Сосногорской ЦРБ прилагает все усилия для привлечения необходимых специалистов. Напомним, что районная больница на сегодняшний день оснащена всем необходимым материально-техническим оборудованием для обеспечения качественных услуг населению. Андрей Калиничев, Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Доме детского творчества прошло мероприятие по обучению молодого поколения постановке целей. Классный час организован в рамках проекта «Продвинутая молодежь». Педагог-психолог рассказала ребятам о том, что такое целеполагание и почему цели наполняют жизнь смыслом. Почему же бессмысленная жизнь, то есть жизнь без смысла, нас толкает на то, что мы готовы оставить все главное и убежать от отсутствия этого смысла. Ребята принимали активное участие в совместных мозговых штурмах и выполняли озвученные педагогом задания. Мероприятие нацелено на вовлечение подростков в активную социальную жизнь. Участники волонтерской группы «Благовест» при храме Серафима Саровского продолжают трудиться, чтобы помочь сосногорцам, находящимся в зоне СВО. Сейчас они плетут больше 10 маскировочных сетей в неделю и стараются привлечь к благому делу как можно больше неравнодушных. Подробности далее. Волонтерская группа «Благовест» сформировалась с началом спецоперации. Добровольцы вязали, шили для солдат, помогали в организации сбора вещей. Потом занялись плетением сетей, применяющихся для маскировки бойцов, вооружения, военной техники. В помещении воскресной школы установили деревянный станок. Сейчас дело поставлено на поток. Собралась команда надежная, девчонки активные все, которые сами друг друга заменяют, и за них переживать нечего, что, например, кто-то не сможет прийти, они друг друга могут заменять. Благотворителей очень много, мы не нуждаемся ни в чем, можем себе позволить побольше спанбонда взять, побольше материала Дели, сети основы взять. Поэтому мы всех приглашаем, очень хочется, рады всех видеть, и очень хочется нашим солдатам помочь побольше. Группе «Благовест» помогают городские организации, школы. Для детей мастерицы проводят выездные мастер-классы, а также учителя приводят их в гости к волонтерам. Некоторые из ребят занимаются в творческой студии при храме, которая также располагается в воскресной школе. Здесь они учатся рисованию и прикладному искусству.
Время сейчас какое? Дети в основном в гаджетах сидят, все телефоны, все. И очень сложно заставить детей чего-либо делать, чем-либо заинтересовать. Заинтересовываем детей, чтобы что-то учились делать руками. Ну, как русские люди, всегда что-то умели делать, правильно? Не ждали, с неба не упадет, мы легко никогда не жили, все всегда старались что-то сами сделать. Многие работы дети мастерят в подарок солдатам. Поделки отправляют в зону СВО с гуманитарным конвоем. Сейчас организуется очередная машина с гумпомощью, которая прибудет к нашим солдатам в канун Нового года. И волонтеры решили собрать для военнослужащих сладкие подарки. Порадовать ребят вот какими-то маленькими, небольшими новогодними подарочками. Вот, ну, там чисто как бы, чтобы поднять на это новогоднее настроение им, хоть чтобы они там почувствовали домашний уют. Ну, как бы вспомнили свои семьи для души, как говорится, чтобы поддержать их. Сделать подарок сосногорским солдатам может любой желающий. Его можно приобрести самостоятельно и принести в воскресную школу или перечислить деньги, на которые будут куплены подарки. Реквизиты вы найдете в группе ВКонтакте «Помощь нашим. Группа Благовест». Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорской организации Республиканского отделения Общества инвалидов всегда кипит жизнь. Проводят мероприятия к праздникам, играют в настольные игры, шашки, занимаются спортом, а также рукоделием. На одном из занятий творческой мастерской организации побывала наша съемочная группа. Творческая мастерская Сосногорской организации инвалидов пользуется неизменной популярностью. Тут можно своими руками смастерить поделку из различных материалов. Получается настоящее искусство. И люди здесь собираются творческие. Тамара Михайловна 30 лет работала учителем музыки в школе поселка Вис. Заинтересовать надо, рассказывать интересно. Ведь в сельских школах все-таки нет ни музыкальных школ, ничего, там только учитель музыки. Ну, в ДК преподавала, танцевальный кружок вела, хоровой кружок. С детьми занималась, ходили с удовольствием. Райля Анваровна тоже педагог, почти с 40-летним стажем. После выхода на пенсию ей пришлось переехать из Вуктыла в Сосногорск. Организация инвалидов, в которой она состоит уже больше 5 лет, помогла освоиться. Вначале было очень тяжело привыкать к новому месту, но ничего, коллектив меня принял очень хорошо. Я благодарна своим девочкам, с которыми мы общаемся. И в спортивной деятельности, я, кстати, веду спортивную деятельность, и ко мне приходят инвалиды, которые участвуют в спортивных настольных играх. Райля Анваровна стала председателем одной из 3 первичных ячеек городской организации инвалидов, ячейки 5 и 6 микрорайонов. Людмила Васильевна Брагина, которая ведет творческую мастерскую, председатель ячейки Сосновки. Еще одна первичка относится к ЖД-части. Первички у нас в городе работают, такие молодцы председатели, что они всех посещают, всем какой-то подарочек всегда принесут что-то. Но я не могу именно хвалиться. Я рада, что у нас в организации есть эта творческая мастерская, и что люди, кто ходит, с большим удовольствием ходят. И они все это делают с такой любовью. Результаты труда мастериц выставляют в городском музее. По словам членов организации, погружаясь в создание очередной творческой поделки, они забывают обо всех проблемах и отдыхают душой. Полина Вивденко, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В спорткомплексе «Метеор» прошло открытие муниципального этапа зимнего фестиваля ГТО. Участие приняли команды школ города, в каждой 6 учеников от 10 до 15 лет. Первый день участники проходили тестирование по зальным видам испытаний – отжимания, наклон вперед, прыжок в длину, челночный бег и бег на 30 метров. Недавняя муниципальная олимпиада по физкультуре стала своеобразной разминкой для ребят. Мы из соревнования в соревнования, поэтому особой подготовки к этим мероприятиям у нас не было времени. Но ребята стараются, ребята тренируются самостоятельно на кружках, секциях, в школе, поэтому надеюсь, победа будет за нами. Завтра пройдет второй этап фестиваля ГТО – бег на лыжах, после чего будут подведены итоги и награждены победители. В завершение выпуска коротко о погоде. На выходных сосногорцев ждет похолодание до минус 14 градусов днем, минус 22 вечером. В воскресенье небольшой снег, ветер будет слабым. На этом пока все. Новая информация в ближайших выпусках нашей программы. Хороших выходных и до свидания.
микроволновку нельзя помещать в фольгу, она может загореться. Электрический нагреватель нельзя ничем накрывать. Он может перегреться и вспыхнуть. Никогда не оставляй утюг горячей подошвой вниз. И не забудь его отключить. Всегда соблюдайте простые правила безопасности. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин. Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.